Здравствуйте, дорогие наши друзья! На передаче «Буддийский путь» мы затронули биографии тувинских лам XX века. В прошлый раз мы вспомнили о именах выдающихся лам, как Лобсан Чамзы, Камбалама Истюхуре, Монгуш Лобсан Чимит, основатель тувинской письменности, и третьим мощным тувинским учителем был Геше Шойдан или Салчак Шойдан Идегел Оглу из села Шуй Байтангитского района из Кюре-Көпсөк. Он с малых лет учился вместе с Монгуш Лобсан Чимит в Истюхуре, и Монгуш Лобсан Чимит, он знал 8 различных языков, но не владел устным тибетским или разговорным тибетским языком. И Геше Шойдан, он был устным переводчиком, он был послом и дипломатом. Он также знал в совершенстве несколько языков. Он вел внутреннюю и внешнюю переписку, вел дело производства. И он представлял Туву в съездах и собраниях в разных странах и регионах. И в 1926 году он был на собрании в Санкт-Петербурге у Афгана Даржиева. Геше Шойдан, он был очень интересной личностью. Он фиксировал все документы, он фиксировал слова учителей, он составлял книги и сутры. И он был личным переводчиком 4-го Кунтан Ринпоче, Томи Нганчо Ринпоче, Недангсан из тибетского монастыря Лавран. И после собрания Камбаламы Истюхуре Геше Шойдан Пашка пригласил своего учителя Тегми Нганчо Ринпоче в Туву. И он начал фиксировать все его слова и составил книгу и сутру, которая называется Тангдесангом. И история Тегми Нганчо Ринпоче связана с тем, что как Гесел Харамба, доктор буддийской философии из Дрепунга Салинга, он был родом из Сенкара, приехал в Монголию по наставлению Далай-ламы XIII. Тогда, в 1906 году и 1909 году 13-й Далай-лама был в Монголии, и он участвовал на диспутах тувинских и монгольских лам, и он удивился техникам и мастерству диспутов монголов. И тогда был один учитель, который мог ссылаться 500 раз на источник Ганжур. И когда он приехал в Хасу, он созвал всех монахов и устроил диспуту между ними. И первые 12 мест получили монгольские ламы, и 13-й был тибетец. И тогда 13-й Далай-лама сделал вывод о том, что если раньше монгольские ученики брали учения у тибетских учителей и были учениками тибетцев, то наступили другие времена, когда нам приходится учиться у монголов. И на этом собрании он спросил, есть ли кто-нибудь, кто может выиграть диспуты в Монголии. И тогда инициативу проявил Тегми Нганчо Ринпоче, и в течение 3 месяцев он выучил ганжур. И когда он прибыл в Монголию, на диспуте с Ангче Сарин, он выиграл диспут. Ангче Сарин, он задал 2 вопроса, и когда хотел задать 3-й вопрос, он вытащил белый каталог и преподнес учителю. И когда его спросили, почему он так быстро сдался на диспуте, он ответил: «Посмотри на мою обувь. Разве эта обувь может передвинуть гору Богдо?» Это говорит о том, что какого уровня реализации был Тегми Нганчо Ринпоче. И тогда он долгое время жил в Монголии, и в это время самым ближайшим учеником был Геше Шойдан, тувинский лама из Истюхуре. Он в течение 7 лет служил ему как самый ближайший ученик. И когда он после окончания прибыл в Истюхуре, Камбалама Лобсан Чамзы попросил найти такого учителя, который бы мог бы помочь в составлении определенных книг и сутр. И Шойдан, он пригласил своего учителя. И
по просьбе Камбаламы Лобсанчамзы, Камбаламы Лама Туптенимы, правителя Хертекананды, который тоже знал не только тувинский, монгольский, тибетский, но и китайский, русский языки, вместе с 3 выдающимися людьми на Вестухуре в Дацане Ташичо Хорлинг был составлен источник, книга, сутра, которая называется Тангды Сангэ, или на тибетском языке называется Санджок Таши Чарпеп Тангды Юл Хаи Санджу Тупкун Шеджава Шуксо. И автором этой сутры является Гешелхарама Теми Ганчо Ринпоче, и составителем этого текста является Геше Шойтан. Сутра Тангды Санам – это поименное описание всех святых мест Тувы, восхваление духов хозяинов, гор, рек, озер. Этот текст читает во время проведения Тагалга, освящение святых мест во время обряда Санг. Санг – это подношение тонких яств различным духам в целях одаривания и успокоения. Этот текст непрерывно читали тувинские учителя со времен в начале 20 века, и в советский период тоже не прерывали. И тувинские ламы, несмотря на трудные времена, они собирались и проводили санг, начитывая эту сутру. И на сегодняшнее время все тувинские ламы отдают уважение этому тексту и обязательно читают этот текст во время Тагалга и обряда санг. И этот текст, он написан на очень сложном древнем диалекте тибетского языка. И там есть тувинские наименования на тибетском шрифте. И чтобы читать этот текст, требуется определенная подготовка. Нужно правильно взять тембр и мелодично прочитать этот текст, чтобы найти правильное звучание при чтении этого тибетского текста. И во время проведения буддийского обряда Тангды Сангам, читая Тангды Сангам или текст Салам, буддийские учителя, они созывают в первую очередь бодхисаттв и дамов, защитников с разных сторон света, разных времен, и потом уже приглашают духов из местности, потом отдают почтение, одаривают молитвами, даруя благопожелания. И тувинские учителя во главе Камбаламы Устюхире Лобсанчамзы, Хертекананды и Геше Шойдан, они оставили этот письменный источник, чтобы мы, современные тувинцы, понимали особенность нашей сказочной Тувы, что мы живем в котловине, которая окружена цепями гор, где находится множество рек и озер, источников, как Аржаны. Это очень чистая земля, наполненная богатствами и природными изобилиями. И когда мы знаем про этот текст Тангды Сангам, очень важно современным тувинцам понимать, как важно оберегать и защищать природу Тувы, чтобы сохранить в первозданном и в чистом состоянии нашу природу следующему поколению, чтобы из поколения в поколение Тува сохраняла свой первозданный вид. И когда начитывают эту сутру Тангды Сангам, и вспоминая наших тувинских учителей и наших предков, как они бережливо относились к природе Тувы, мы знаем и понимаем, что нужно довольствоваться малым, брать от природы наименьшее и брать только необходимое. И тувинцы, они, когда брали от природы дары, они возвращали это обрядами, проводя молитвы, благопожелания и читали восхваления всем Буддам, Бодхисаттвам и духам гор, рек и озер. Сутра Тангды Сангам была обнаружена в 2010 году в Национальном музее. И Монгуш Игорь Иванович, Монгуш Игорь Пашке, он мог перевести этот текст, составить и
изменить в хорошее состояние. И мы услышали его перевод в Хуресе Челинг 6 декабря 2020 года. И благодаря его переводу мы знаем, что жил и когда-то работал в Устюхуре Геше Шойдан, один из великих переводчиков, один из выдающихся учителей, который составлял книги и сутры на тибетском языке. И до наших дней дошла единственная сутра Тангдысангам. И когда начитывают эту книгу и эту сутру, мы будем вспоминать линию преемственности тувинских учителей. Мы будем вспоминать Устюхуре. И в 1929 году в Алдухуре и Устюхуре действовало 350 хураков. И на следующем году уже осталось 36 хураков. И в 1932 году осталось 5, и далее осталось ни одного ламы. И после разрушения Устюхури, этого великого буддийского центра, перестали действовать буддийское образование, перестали действовать работа тувинских лам по переводческой деятельности, по составлению книг, сутр на тибетском языке. И было бы хорошо восстановить все эти работы в настоящее время, чтобы в Туве появилась и переводческая работа, чтобы тиражировались и издавались книги на тувинском языке о учении Будды, о дхарме. И когда мы вспоминаем учителей в красном одеянии, нужно вспоминать только положительные моменты, потому что мы не знаем, что пережил человек, который распространял дхарму, и что он прожил за это время. И поэтому нам нужно бережливо относиться к людям, которые создают, сохраняют, распространяют и оберегают учение Будды на святой, сказочной Туве. Спасибо вам большое, до свидания.